Обстановка в Якутии остается сложной. На сегодняшний день он действует 149 пожаров и тушится около 70. Очень напряженная картина складывается сейчас по ряду районов. Это в Усалданском районе, село Тюлях, Кылайи. Складывается сложная ситуация в Кобяйском районе, село Кальвица, Ситта и Сангар. Сегодня идет в Кальвице, глава поселка ставит вопрос по эвакуации населения и по отселению. Что мы наблюдаем и держим, как говорится, связь. Ситуация осложняется еще ветровой нагрузкой, где на реке шторм, на воздухе не может работать воздушное судно Ми-8. Люди идут наземным путем, помощь. Также ситуация непростая в Намском районе. По той стороне берега пожар, который перешел со стороны Усалданского района. Здесь тоже ряд населенных пунктов у нас есть. Это населенные пункты Харьялах и Фрунзе. Буквально работаем в оперативном режиме, и ситуация меняется буквально часами. Но между тем всю помощь, которая по мере возможности у нас складывается, мы по возможности оказываем. Работает воздушное судно Министерства обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций, полярных авиалиний, водосливным устройством и работает прямо на пожарах по тем районам, в которых мы видим возможность работы авиации. Трудность работы данных воздушных судн складывается из-за того, что есть большая задымленность, и мы видим, что возможно то, что может произойти, то, что не хотелось бы увидеть, да, то, что судно может получить, увидя при работе авиакатастрофу, чего не хотелось бы. Итак, у нас воздушных судн мало. В Мирнинском районе самолеты тоже не могут вылететь, потому что видимость не позволяет, чтобы работала наша танкерная авиация. Все равно я считаю, что те люди, которые работают на пожарах, и местное население работает, как говорится, и проявляет подвиг, спасая населенный пункт. И сегодня мы, работая, это видим. Как только будет возможность, обязательно окажем. Также по вчерашнему случаю глава региона проводил оперативное совещание, где создан оперативный штаб во главе первым заместителем председателя правительства Бердниковым Дмитрием Викторовичем, который будет восстанавливать то имущество, которое потеряно в село Бескюль. Сегодня также на территории района и поселка работает оперативный штаб во главе министра по молодежной политике, по молодежной и семейной политике Саргадая Степана Анатольевича. Также на территории района находится заместитель председателя правительства Балабкина Ольга Валерьевна, которая работает с населением. Повторюсь, сегодня главой региона дано исчерпывающее поручение для того, чтобы быстрее восстановить дома, которые потеряны в результате этого стихийного бедствия. И также даны указания по помощи, которая будет оказана пострадавшему населению. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам.